Огурец прям как по-настоящему огурцом пахнет. Ну, не химия. Да. Да, особенно когда ты в деревне, если надо. Уж большой. Камила! Это что? Ага, эти. Как каша у вас будет. Это что у нас? Это борщ. Борщ. Ты сам сделал, да? Да, у дочки спрашиваю, она говорит, ну, побольше, где поменьше. Телефон уже у них отобрали же. И без телефона что, как они? Все, без телефона. А что не скажет? Держится. Сын, он там питомец за питомцем. То гусеницу там найдет, то еще что-нибудь. Пола! Кирилл, Камила. Гриша, очень вкусно. Я не знаю, ну просто нечто. Я никогда не пробовал, когда Гриша готовил. Вообще не знал, что Гриша готовит. А Гриша готовит, да еще как. Очень вкусно. Какие самые кулинарные изыски ты предпочитаешь больше всего, Гриша? В основном только борщ. Ага. Доча любит очень борщ. Фирменная коронка. Да, коронка. Так готовлю все. Доширак, пельмени. Да. Это когда мне так говорили, я просто такой смотрел так на людей, говорю, как вот доширак его готовить? Говорю, его просто взял, горячую воду залил и все. Пельмени точно так же-то. Ой. Ну, яйца вкрутую говорят, да. Супруга, получается, сейчас на работе. Супруга сейчас на работе. А где она работает, получается? В аптеке номер 8 здесь именно? фармацевт. Не, в Намце. А, в Намсе. Намце. Каждый день мотается на машине. Вот когда час, да, примерно? Сюда. Вот если что, ножик, Петя, поближе его дай сюда, вот ножик это. Сколько у тебя детей? Ну-ка. Кирилл, Вот у меня двое. Камила. Ну вот, дочки 2008 года, 7 лет. Или 11 лет. 11 лет дочки. И сыну 7 лет. Или 9 лет, Кирилл. Сетастах. Доча начальную закончила. Сын во 2 класс перешел, да, Кирилл? Будет, например, династия Григория Попова? Надеюсь, что нет. Ну так, сами к спорту тянутся. Каракараландиялер, тусталлар, тюреллер, котеллер. Ватакага курдук болонда. Не знаю. А больше куда тянется? А? К пластилину, да. Скульптором будет. Красавчик. Посмотришь, что он там. Уйдут, книяга, да, ну. Все такие интеллектуальные, получается, больше. Да, не, именно по творчеству такие, не как я. Ну, может быть, из меня что-нибудь вышло бы. Просто в то время жрать надо было, как я тебе рассказывал же. Да, ты мне рассказывал. Да. Но все равно в детстве уже ты не только же, ты же поздно пришел же к спорту. Да, в 19 лет же я 19 лет пришел. пришел к спорту. Единоборство. А до этого чем занимался? В школе, например, математику больше. Не, ну с братом в основном лепили тоже. Тоже лепили? По пластилину лепили с братом. Фермы всякие там делали. И особо такого не было. Обычные Вот так, дети, короче. Да, обычные дети. Да. Простые, обычные. Гусеница была. Он здесь со вчерашнего дня она у него на руках ползала. И тут родственник приехал к нам. Убил гусеницу, да? А там кем день это? Артем. Убил. Вот сюда мы практически даже не подходим к этому столу, потому что у него здесь все. Владение. Я, кстати, здесь в лесу видел. Во, смотри, с многими глазами леса. Опа.
Вот муза у него заходит, он ночью особенно начинает тут всякое делать. Это что такое? Ты суперчеловек, да, какой-то? Похоже. Егорь. А? Егорь. Егорь, да. Ишь из мультиков всяких. Бывали. То, что еще удивляет меня, он, видишь, он маленькие пальчики, все прям делает, видишь? Мелкие-мелкие, прям, видал? До мельчайших Да, подробностей. до мельчайших. Образ полный. Лицо, видишь? Эй, ты багана. Вот здесь он мне такой тоже хороший этот сделал. Взяли эти, раздавили его. Он здесь у меня, короче, сделал. Вот он кубок. Кубок сделал мне. Все вот. А где ты-то? Вот меня раздавил этот родственник. Родственник пришел и взял его в смятку. Ну там Сделал, кубок-то да? остался. да? Ну, кемалялю. Да. Здесь только кубок сейчас пока что остался. Ну Так, вот. сейчас мы находимся... Здесь наша семья спит. Здесь мы спим. Супруга, я и сын. Ну, это получается как зала. Зал и спальня, да? Да. Вот здесь вот теща. Это ихняя комната получается. А дочка вот тут. С племянницей они здесь. Вот они спят. Не спят, а это, прячутся. Салла. Такой Кирилл. Да. Это после этого сушатся у нас. После Амги. В Амгу поехали с кроссовками, оттуда все босиком приехали. Все промокло. Там же дожди же как раз. Ты не попал под дождь? Я А, вообще ты даже не поехал? Нет, я не доехал. Даже не Обратно доехал. вниз. Обалдеть, а что ты так? Да, срочно вызвали. Ау! И как ты чешешься? Покажи-ка. Ну-ка. Покажи. Было интересно. Снимай футболку. Ага. Сними футболку и покажи-ка. Ну-ка, смотри-ка, Кирилл. Вот. Раз. И... Шикарно, да? Вот так, он кайфует. О, красавчик. Кирилл вообще супер. Не, ну, как тебе? А, кстати, плакаты не показывал, да? Плакат. Какой плакат? Ну вот UFC-шный. Нет, ничего не показывал. Что за плакат-то? Ну, плакат с подписями. Нет, ты что? Мы же вот только встретились, как бы, в аэропорту и здесь только. И Мусхая, ладно, вот. 3 раза. Сейчас покажу. Вот они, ниже это. Все, да, там? Кто Пришлось. участвовал? Да, ну здесь эти. Фергусон, Ферона. А Фергусон-то выше тебя ростом-то, а? Большой парень. Да не все, и Сирони вообще здоровый тоже. Здоровые такие. Да, они все крупные. Тина Шевченко. Ну, я только знаю, вот это Валина подпись, вот это моя подпись, вот это Петина. Петя Ну Ян. что он, да, говорю, буду стараться на это. Остальных я даже не Ну, знаю. наверное, там и Сирона, и Фергусон, наверное. Там Нет, тут все участники. все участники. Все участники подписи. Круто. Все, этот плакат. Видишь, я как этот делал. Укороченно. Это твой, да? Да, Твоя подпись? Да. Посмотрите внимательно. букву П просто. Только не подделываем. Ничего себе. Сага сказал, чтоб так сделал. Коротко и понятно. Видишь, из-за этого пришлось... Я полмира, проехал, но приехав в компанию Аэрофлот, они сказали мне, что типа она большая. Пришлось все вот так вот плакаты все сминать и... Ну, вроде бы выпрямились, да? Не, нормально, да. Ага, раз, два, три. Продолжаем, короче, да, общение? Да? Ага. Ну, давай. Надо было повторить вот про Романтику? жену, да, Ага. про романтику и этот Хайп имеешь? про хайп. Ага, ну давай тогда про супругу спросим еще раз. Как познакомились, вот об этом более подробно? Первая любовь, получается, с первого взгляда, Гриша? А? Как все произошло? Или вначале она так на тебя, нет, не буду я с ним общаться. Как все это происходило? Или ты так очень сильно, дерзко подошел, все, я Гриша, ты будешь моим Не, женой». ну, как бы просто понравилось мне на тот момент. Потом я на сборы же уехал. Они потом
Вот мы как раз ехали с ней, насчет этой темы разговаривали. И вот она говорит, типа сказали, что типа я спрашивал ее, и она уже начала ждать с того времени, короче. Хотя мы даже не знакомы были, ничего, и потом сказали, что я приехал, по телефону, по-моему, поговорили. И все. Мгм. И первая встреча после этого? После сборов, получается? Да, это получается в августе месяце. Мы до этого сборы проходили в этом. Ортодо-Дюжезде, зоопарк. Мгм. Вот там мы сборы проходили. А предложение как сделали? Если не секрет, как это происходило? Это в 8-м году уже как бы было. Я все хотел уже, она все. Вот ты мне хочешь ребенка, туды-сюды, короче, сделать там. И у меня уже потом желания такого особого не было. Ну, потом уже она давай там дергаться, там шевелиться, можно сказать. Как говорится, время пришло. Да. И все в 2008 году. Дочка у нас родилась. В 7-м году у нас свадьба была, да. В 7-8 уже дочка родилась. Уже, да, видишь, как время уже быстро прошло, Вчера. оказывается, да. Я как раз чемпионом России стал среди профессионалов. И через неделю у меня свадьба была. Еще с фингалом же был на И на свадьбе. фото, да? Да. Вообще. Какие ощущения были, когда дочка родилась? Непередаваемые? Ну да. У меня как раз же брат умер. О, И как раз вот после этого брат 25 марта умер, а дочка 7 апреля родилась. Она же в Хабаровске у меня родилась. Я в поезде как раз, в это время я в поезде. И во сне приснилось мне, то, что, брат смеется надо мной. Ты что, говорит, типа не понял, почему я, говорит, ушел. А у супруги был сильный токсикоз, короче. Это когда сильный токсикоз, там, вот некоторые там мои друзья, они там, аборт там делали, там, детей. А мы нет, мы все там до талого, как говорится, будем идти. Оказывается, я потом как бы узнал то, что, возможно, то, что могла дочка там умереть. о. Да. И вот мне сон, короче, снится. Это в поезде. Я стою в 7:15. Время, я обычно, когда стою, я всегда у всех время спрашиваю. Сейчас помню. Ты он бежаст, короче. Вот такой, говорю, сон, говорю, плохой, говорю, приснился. Такое ощущение, говорю, как будто дочка, говорю, умерла. И начал, короче, рассказывать им, как брат, говорю, смеется, говорю, надо мной. Говорит, ты что, греха, до сих пор не понял, что ли? Они хотели Камилу, типа, забрать. А я, говорит, типа, вместо нее, говорит, типа, ушел. Я ему рассказываю, и вот потом супруга звонит, плачет. Я говорю, что, типа, умерла, нет? А она говорит, нет, ментаря, дети дальнобойщики, эти, которые перегонщики сидели. Бивар дует. Короче, щук стартанули, сразу приносят пиво, водки. Там я говорю, не, я пить, говорю, не буду. Я говорю, сейчас до дома, говорю, надо добраться. И там как раз турнир должен был быть. И вот дочку забрали. Я еще на турнире успел подраться. Выиграл тогда. Большой турнир был К1. Вот так дочка и родилась у меня. А имя уже как бы, и у него, и у дочки было уже заранее уже известно. Некоторые же там учатся с именами. Нумерология. Да. А я все, вот Камила будет. Если девочка, то Камила будет. Если пацан, Кирилл. Это в честь тоже бойца Кирилла Пиманова. Вот, назвал его. И сейчас этот Кирилл, он в Москве. Он крестный, получается. Не, он не крестный, просто его имя дал. Кирилл. Они у меня не крещеные, я у себя в семье только я один крещеный. Я в 30 лет же сам крестился. 30 лет. В 30 лет. 5 лет тому назад, получается. Да. грубо говоря. На Курилах. Курилы — это моя вторая родина, можно сказать. Там же я родился. Именно православно родился. Да. Посмотрим. Да, поехали? Да, поехали. Ну что, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот расскажите, пожалуйста, Григорий нам много чего интересного рассказал, да? Но все-таки он не рассказал более подробно, как вообще знакомство произошло. С Гришей мы встретились на выпускном походе. Мы закончили. Я училась с его братьями. Они были моими одноклассниками. И мы пошли в поход. И Гриша приехал туда присмотреть, якобы присмотреть за своими братьями. И я его впервые там увидела. Нас так не познакомили, типа это Гриша, это Света. Такого знакомства не было, просто так
присмотрелись. И, ну, вообще, ну, сначала смотришь, конечно, внешний вид, и, ну, человек так понравился. И потом я уже начала расспрашивать у братьев, кто такой. И потом он уехал на сборы в Ортодойду в Покровск. И после этого я как-то, ну, сама не замечая, уже начала его как-то ждать. Как будто мы уже должны были встретиться, как будто мы уже знакомы. И вот, ну, до него, наверное, уже тоже дошли слухи, что типа это, не знаю, ждет, не ждет. Ну, типа он после того, как он приехал, и он сюда, ну, мы здесь жили, он сюда приехал, и как будто так и должно было быть, как будто мы были знакомы уже. И вот была наша тогда уже вторая встреча, и не знаю, как будто мы уже знали друг друга. И после этого уже началась, как Да. говорится... сколько вы лет уже? Ну, получается, 2004-го, как я закончила. Ага. 4-го, да? Ага. А Камила родилась 7-го. 7-го уже, Ага. после И- свадьбы. Да, получается. Нет. После свадьбы. А, ну да. Ага. Какой вот Григорий муж? Вот расскажите нам, пожалуйста. Гриша очень хозяйственный, во-первых. У Мы него попробовали борщ. Гриша, Да. до сих пор борщ классный. Во рту осталось еще. борщ он готовит отменный, самый вкусный. Гриша очень хозяйственный. Его в сумке можно найти все, что угодно. От ногтегрызки, там иголка с ниткой, лейкопластыри, салфетки. Можно сказать, он хозяйственнее даже меня. И когда Камила родилась, Гриша был более опытный, чем я. Потому что братья маленькие были, он сам уже за ними присматривал. Я такая безопытная, как мыть, что делать? В то время Гриша работал, вечером он уходил и приходил уже утром. Ночью работал, а утром присматривал, я училась. И когда он уходил, мы с дочкой сами оставались. Дочка плакала. Гриша приходил, Камила там лежит, плачет, я там лежу, плачу. Потом приходил, успокаивал нас. Вот. Ну, вернусь к вопросу. Гриша очень ответственный, и несмотря на то, что он всегда далеко от нас, все время нас поддерживает, все время звонит, общаемся по WhatsApp, скучает по детям, видно. Также вы были недавно в Таиланде, как я заметил, да? В Таиланде мне нравится то, что там можно тренироваться, вот это все. Мне, ну, впервые мы когда в 2004-м, в 2014-м мы поехали, и я была уже после родов от Кирилла, и за это время, за 3 месяца я очень много скинула. Это мне очень понравилось, такая там атмосфера, все, ну, приезжают же из разных стран. Вот эта вся атмосфера такая дружная, вроде бы никого не знаешь, но в зале как будто семья одна. Все такие потные, настроенные на тренировку. Вот. Ну, в Таиланде детям нравится. Кирилл после Таиланда, когда приехали, говорил, что он родился в Таиланде. Его спрашивали, ты где родился? В Таиланде. И у них привычка осталась, то что когда там в Таиланде домой заходишь, в магазины заходишь, разуваешься, и когда вот домой приехали в Намцы, и они там чуть ли не в подъезде свои тапочки не оставили, и пошли в магазин, и Гриша говорит, что надо сказать? Ну, типа спасибо, а Кирилл такой, савадикап. На тайском. Но такие привычки остались. Ну, после Таиланда, когда приехали, был шок, то, что там тогда еще цены были дешевые, доллар был, ну, такой, курс низкий, и рубль к бату был 1 к 1. И все там было дешево, а сейчас в 2 раза дешевле, ну, то есть дороже получается. Вот. Что Ну и в еще завершение сказать? получается, да, я хотел бы спросить по поводу того, что с 2004-го, получается, вот как мне сам Григорий говорил, это вот единственный раз, когда он месяц, вот конкретно месяц долго с семьей. Это правда? Это Да, да.
Как жить вот без Гриши? Ну, это тяжело, наверное. Но самое главное же от жены же обычно. Жена это шея, да? А муж это голова. Можно сказать, что когда мы познакомились, я поступила в Хабаровск и, получается, сразу уехала в сентябре. Потом Гриша приезжал на Новый год, и мы встречались только по каникулам. На зимние каникулы и на летние. Ну, получается, с того времени мы уже так в разъезде были, далеко друг от друга. И когда Камила родилась, Гриша переехал к нам в Хабаровск. Потом я уже окончила и наоборот сюда приехал. А Гриша остался в Хабаровске, получается. И опять врозь. Сложно ли или не сложно? Или уже это до такой степени уже традиционно уже привыкли? Мне кажется, я уже привыкла, потому что я вот сказала, что уже как мы познакомились, мы жили врозь и встречались так. И ну, когда Гриша рядом, это более спокойно, мне спокойнее, мне так надежнее. И... Сразу вопрос, потому что все девушки обычно очень ревнивые. Вот, ревность была определенная? Была, конечно. Не скажу, что ее вообще не было, что я типа вообще не ревную. Была, конечно, ревность. Ну, тут вопрос доверия. Доверие к человеку, доверяешь. И как будто он рядом все равно. Сейчас интернет, все время звонит. И видео эти, звонки. Ну, нету такого прям, чтобы я чувствовала, что Гриша как будто он очень далеко, и мы долго не общаемся. Нету такого. Это раньше так было, когда я училась, а мы переписывались. Даже звонков не так часто было, переписывались и письма ждали, как солдат в армии. Ну, сейчас... Романтика. Сейчас не так. А как вот Григория вы называете именно таким... Ну, может быть, фразу какую-то. Котенок там, не знаю, нет. Тигренок, Нет. тайгерненок. Нет? Ничего такого не было? Нет. Это он меня все время... А как он называет вас? О, у меня очень много было. Начиная пончик, потом тополь. Короче, очень много у меня было имен. Но сейчас Гуся, он меня называет. Вот сейчас Гусь, Гуся да. Ну и, конечно, пожелайте тем людям и девушкам, и женам, которые, например, ждут своих мужей, да, и постоянно в разъездах, что им в первую очередь надо делать, как себя вести. Вот, совет от вас. Доверять своей второй половинке и поддерживать его. Но если он в разъезде, он же не просто так уехал, значит, так надо, значит, он старается все равно для семьи, что-то делает, не просто же так уехал. И, например, вахтовые, там, например, не знаю. Все равно для семьи все это делается, и надо поддерживать. Конечно, сложно, но поддержка, доверие. И это самое главное. Ну и все, завершение, последний вопрос, крайний, насчет боев. Григорий сказал, что вы не смотрите бои. Нет. Почему? У меня есть такое, что все равно супруги связаны друг с другом. И когда я смотрю, я же волнуюсь, и мне кажется, это передается ему. И я лучше не буду смотреть, буду молиться там, сидеть, чтобы Гриша был сильным, быстрым. Вот это. А перед боем, например, какие-то смс-ки вы отправляете в WhatsApp? Да. Ага, это уже вот когда в Чикаго. Что вы отправили ему? Вот, фраза. Какая фраза была? Пожелала удачи. И чтобы там... Ну, конечно, победу пожелала. И сказала, что не буду смотреть, буду молиться и сидеть в другой комнате. Так и сделала. Но все равно были слышны все эти крики. Мы же видели через Надю Долбараеву, через Инстаграм. И все настроили. Сначала Винк скачали, не смогли. Там не показали. Потому что там, да, другое приложение UFC Pass. Ага. И через Надю, хорошо, что я была на нее подписана заранее, и вот это посмотрели, дети вот здесь сидели перед этим, на окно поставили, маленький телефончик, и все там сидят, а я... Кто сидел, смотрел? Дочка, сын, мама моя и тетя. И
тетя. Ага. Я сидела в соседней комнате. Все равно слышны были все эти эмоциональные крики, как Надя кричала. И я думала, сначала подумала, что вообще бой в одни ворота. Потом посмотрела, вообще все нормально. Гриша все нормально сделала. То есть следующий бой мы ждем и только победа. Мгм. Ну, получается, четвером. Если парни, в принципе, у нас хорошие были. Вот просто лень, матушка. Я еще их понимаю, там они, ладно, я там все равно с этого. Они ж там на севере, они больше кроме этого ничего не умеют. Ты поработай нормально, ну 1,5 месяца. Ты найдешь, ты нормально найдешь. И жить. А для них это 4,5-10 миллионов, для них это как 10 тысяч. Они экономить не умеют. Сразу тратить. Да, все сразу. У них там долги в магазинах по 600, по 700 тысяч. Ёлка-палка. Я им говорю, елки-палки, вы, говорю, пацаны, говорю, у вас, говорю, золотая жила, говорю, вы можете, говорю, реально, говорю, поработать, говорю, и найти, говорю. Они нет, вот домой там гоняют. У меня друг, когда приехал, тоже говорит, вот ты, говорит, у меня братан, красавчик, говорит, ты работал, говорит. Я просто не знал объема работы. И мне когда они говорили, вот, типа, в августе будет оттайка, будет оттайка. Какой оттайки? Ты просто должен был идти и долбить просто. Вот один минус в том, то, что, ну, как бы природа, ты, как бы, ну, губишь ее. Но, в принципе, на тех местах, где она и так оттайка идет, я думаю, вреда сильного, как бы, не принесешь. Ну, это опасный же вид деятельности. Да, Очень и опасный. каждый год нас забирает же. Он Жизнь также, да, людей, да. Игоря Сивцева. Да. Ребят, конечно, да вообще людей всех. Вот, кстати, забирают. вот этот Ион, который, да, и с Игорем. Игорь же меня, получается, встретил. Я ему еще говорю, я на Китай тогда готовился. Я ему говорю, у меня, говорю, хороший борец, говорю, будет, помоги, говорю, мне. Он говорит, бля, братан, мы же, говорит, целое лето, говорит, работали, ты же сам же видел, мы, говорит, ничего не нашли. Я, говорит, сейчас с Ионом, говорит, поеду, говорит, дней 20, говорит, похожу, может, там найду. А вот этот Ион, Спиридон Шишигин Чалбан, когда говорил, он говорил то, что, блин, у Гриши, говорит, вот это Ион покойник говорил, все перспективы, говорит, есть, говорит, блин, Спира, передай, говорит, типа, я, говорит, осенью, говорит, Гришу, говорит, вожусь, говорит. И он все, короче, буквально практически, ну, продал свое, чтобы, ну, хороший заработок сделать, и хотел в меня еще вложиться. И, как всегда, видишь, такой вот случай получился. Я всегда говорю, блин, всегда через что-то. Вот только вроде человек нашелся, и, ну, так вот получилось. Как-то так. Значит, пока еще время не пришло. Да, тогда вот. И он тогда вот все удивлялся. В принципе, нормально. Я смотрю, говорит, на него этот парень, оказывается, Паш. Я его лично, сам его не знал. Лично сам его не знал. Мне Спира за него просто много рассказывал. И он говорит, вот он, типа, хочет вложиться, типа, в тебя. Я говорю, что за пацан так, что? Ну, он говорит, типа, тоже там с Намсов или откуда ли он там говорил. А потом я вот услышал, блин, такое вот случилось. Море лапти Да. забрало. Игорька-то я знал, ты знал. И вместе мы как бы участвовали на турнирах. Вот. Да уж. Ну да, хорошие ребята были, я помню. Я вот Игоря помню, а Иона я как бы не помню. Но вот слышал то, что он мне про него Спира постоянно говорил. Еще до этого он говорил, вот типа Ион, говорит, на следующий год он хочет в тебя вложиться там и сюда. Он уже тогда, вот этот, царство ему небесное, этот парень, он знал уже в то время, что, блин, вот надо вложиться, то, что, ну, действительно, да. Они же все такие фанаты, я как бы, ну, мечтал об UFC, но я не до такой степени, я не каждого бойца даже знаю в своей весовой категории там. Я просто знал и хотел туда, ну, попасть за счет того, чтобы, ну, хотя бы элементарно, чтобы заработок был. У меня просто элементарно времени вот реально не хватает, чтобы вот следить, там, смотреть за каждым там бойцом. Многим там, когда рассказываешь, они говорят, ну я же не фанатик, говорю. Да, у нас даже есть некоторые бойцы, не буду их даже, ну, они даже не знают так же, как я, вот эти вот, допустим, там, боковое удержание, там, сверху, там, маунт или как ли там, да, маунт. А как это делается, говорят, бойцы UFC, представляешь, да, себе? Что это такое? У меня спрашивают, а я говорю, откуда знаю, блядь, все, говорит, мы сидим, говорит, бойцы UFC, блин. А вы, ну, такого вот стандартного, как бы, да.
Ну, видишь, английский надо тоже. Ну да, Развивать его, да, придется, подтягивать. Вот Стивен, да, молодец? Да, ну, как его Петя подтягивать? По идее, тебе просто надо быть там и все. И Всё, за на счет, автомате. да, и на автомате, как Привыкаешь. говорится, да, не теоретически, а практика. На практике ты больше. Ну, скажем, Гриш, да, получается, вот сейчас ты здесь с семьей, и это с 2004 года. Вот, Кирилл что-то показывает. Атах, да? Угу, кузнечик. Агнка там, да? Вау. Класс. Покажи канал, Кирилл. Ногу оторвал, что ли? Агнка там. Ага, крар танетинге өлбө хомян баран банка буараман сири dedi. Да ладно. Жарылан барын, да? Ничего себе. Собирал ножки, да? Да, жарили, но... И ел. Но топарагинка кеда. Ну, это большие Да-да-да, такие. крупненькие. И ножик ты кидаешь туда. Да помню, в детстве вообще даже кушали их. Просто вживую. Смотри, тогда получается с 2004 года, Гриш, это вот впервые ты с семьей месяц, да, продолжительностью с ними. Да, С Получается. 2004 да. Это получается, я еще когда руку себе сломал, когда в Китае. Даже стоят меня там. Иди, говорит, отдыхай, ты что, говорит, блин. Приехал, я даже еще тогда умудрялся идти. Вот, наверное, видел же, где видео, где я бью, где у меня загипсованная рука. Даже тогда я себе не давал, потому что, ну, у меня как заживет, я уже должен быть всегда наготове. Вот такая договоренность с Саятом была. Вот сейчас уже, это получается самая продолжительность. Ну, как-то все равно в форме-то себя держу. Но именно вот таких вот прям тренировок нету. Таких, как были, да, в Таиланде, например. Да, Щадящий режим, более-менее. да. А так с утра ты во сколько просыпаешься? Именно вот. Ой, ну сейчас говорю же, я прям засыпаю. В обед уже спокойно встаешь. Ну да, ну, вчера, допустим, с супругой тоже разговаривали. Может быть, из-за того, что у меня режим, блин, сбился. Я ночью иногда не могу уснуть. Да. А до этого я, допустим, когда мы спали, я всю ночь поспал. Мгм. И днем только проснулся я. Мгм. И сразу спать. Даже не покушал, я в туалет сходил, обратно пришел и опять спать. И уже супруга уже приехала. Вот так вот. Представляешь себе? Это у меня обычно, говорю же, вот недели 2-3 так бывает. Потому что во время этапа, когда я готовлюсь, это месяцев 5-4, я практически по 2-3 часа сплю. Ну, 4 часа. Ну, это даже не сплю, а дремота. Вот. И все это получается, это так, именно час не спишь, а по 15 минут, по 15 минут. Все вот эти вот мысли там не дают, знаешь, вот уснуть тебе. Ты ночью встаешь, идешь там потренироваться. И вот это все, когда турнир уже все проходит, где-то неделю, полторы ты еще держишься, а потом бух, все, сразу чувствуешь, организм сразу начинает уже сам. Ну и по дому, Гриша. Получается, ты готовишь, окей, да, пока супруга на работе, да, с детьми сидишь, еще что делаешь по дому? Вот интересно узнать. Ну Колодец вот делаешь, сейчас, да? да, сейчас пытаюсь на колодец там рыть его. Сейчас надо еще воду, где мы берем воду, там надо будет тоже подрыть. Растения у меня, кстати, я там вам не показывал, Нет еще. растут у меня. Ага. Пока. Что за Яблони. растение? Это интересно. Ага. Гриша. Да. Ну, наверное, это что-то лечебное, да, какое-то? Это яблони. Яблони? Это яблони растет. Долго будет прикинь. расти. Вот это вот с Китая я, короче, около 100 штук этих семян привез, и вот одна только вот осталась. Это такое вот дерево интересное, пихта какая-то. Вот это вот так вот сделай. Вон тот сделай. Че это? А? Красота-то. Че это? Как будто лайм, да, какой-то определен, да? Это лимон. Лимон. Ё-моё. Смотри, классно. Понюхай. Класс. Вот это лимончики, это мандарины всякие. Вот тоже. Вот это мандарин. Хорошо такая. Лимоны, мандарины всякие. Вот из намцев их привезли. Это все у меня в намцах растет. И через сколько это вырастет, интересно? Ой, я даже не знаю, через сколько. Вон, видали, котов у нас сколько? Вот Да. сейчас еще кошка еще катится, а кот у ней И как будет. их зовут, Гриша? Вот этот, как его? Кирилл Бен, коска на таким денатей.
Хвостик тен это был. Бомаган. Хвостик тен. Хвостик. Он на ол сгущенка ден это да Камила гены. Сгущенка, А этот пушистик. Пушаня. Пухлый кот. Который на меня смотрит как на рыбу. Постоянно. Голодно смотрит на тебя. На. Вон у нас этот, видел же? Корчагу. Ты ведь знаешь, что такое корчага? Ну-ка, Ту? покажи-ка, что это? Вот она. Сам, да, сделал или как? Нет, это на рынке А, продается такая штучка. уже ловил? Да, с сыном ловили. Да. Может, половим сейчас? Может, что-то поймаем? Это надо на озеро туда идти. Была бы машина. да? бы. Далековато. Не сильно далеко. Что, пойдем туда? На озеро. Сылас по отдельно вардаққына. Кирилл, онно тептер онно манна кәт бітеді. Білағанда. Туда и обратно. Няш боллағына мен носикап ұстанарын кенердер ұстанар. Ну вот, когда ведь сейчас как у нас ребенок мешает, раз YouTube включил, уже отдал, да, телефон. А у нас не так, у нас ограничение в сутки 2 часа телефона, но при этом они телефон берут только тогда, когда будут учить английский язык. Вот потихонечку английский язык учили. И до этого, когда в Таиланде были, также на тайском и на английском, можно сказать, 4 языка. Почти полиглоты. Да. Ну, это, видишь, надо больше практики больше им давать. А так сейчас у них ограничений с телефонами нету. Отобрали уже и все. Ну, да, пока на время. Потому что лето и так короткое, чтобы вообще не сидели они. Вместо них мы сидим. Ну да. Телефона. Чтобы они отдыхали как дети. Как в наше время. Да. И вот у нас сынулька лепит, дочка постоянно читает, рисует. На улице что-то тоже вообще делаем. Ну и, конечно же, по поводу того, когда ты за столом нам сказал, что соперники. У соперников есть семьи, дети. И вот у Вайланда ребенок, да, как это? Двое. Двойня У меня тоже. двое. Двое детей. И расскажи о бое. Более конкретно того, чего ты еще не рассказывал. Да, вот сейчас я расскажу до всего от начала и до конца, как это все происходило. Потому что многие ждут, и многие как бы этого не понимают, и многие там уже начинают, ну, я скажу это грубо, вонять. После взвешивания мне Саят сказал: давай, братан, говорит, по моей системе, говорит, восстановление сделаем. Ну, там надо было выпить около 5 или 6 литров, короче, ну, различных этих
соков, там потом изотоники, или как они там называются. Вот ты лежишь, и в течение вот этого времени, там 2-2,5 часа я лежал, не пил. И тебя просто, ты разбухаешь, считай, у тебя минералов уже ничего нету, и у тебя, получается, руки, ноги, все у тебя забиваются после взвешивания. Хотя я и не гонял там сильно много, просто подсушился. Скорость все была, я прям, чувствую уже прям, вес конкретно прям. Даже в пальцах ты чувствуешь, как он у тебя, все вот эта вода, все. Кто вес гонял, то понимает, о чем я говорю. Когда у тебя минералы, то начинается уже конкретно у тебя. Утром вообще такое настроение было хорошее. Утром рано проснулся, в 6 часов я обычно просыпаюсь, и неважно там, турнир, не турнир, я постоянно обычно на велике, и, пробежку делаю. И выгоняю свою воду. А здесь я встал, думаю, ладно, сон еще досмотрю, чуть позже пойду. 8 часов, где-то в часов 9, наверное, Пете позвонил я. И так говорит, что, братан, говорит, пойдем, говорит, потренируемся. Я ему сказал, ты что-то там народ, говорю. Там люди, потому что тоже с утра тренировались. Все так обычно делают, все бойцы тренируются, чтобы воду выгнать. И все. Проходит, в 9:30 он сказал, давай тогда в 9:30 пойдем. Все, в 9:30 пошли, все потренировались, и все. Я прям чувствую, прям вообще просто вспотел, просто и скорость, и сила, все прям, да, просто, идеально просто. Чувствую себя вообще просто в идеальном этом состоянии. Просто так устал вообще. И, не спать ничего я не ложился. Специально ждал 2 часа, потому что 2 часа нас должны были забрать. В час мы пошли покушали. Я там воды не пил, специально, чтобы обратно не забилось ничего. Все поел, и меня просто вообще так разморило. Я вообще хотел так спать. Я думаю, вот сейчас самый такой момент. Как раз мы сейчас приезжаем. Это уже в 3 часа где-то примерно. И как раз у меня будет минут 30-40 полежать, поспать, как раз восстановиться, позвонить тренеру и побить лапки и выскочить уже все на бой. Все идет по плану, все так же, все устал, все, приезжаем туда. Я Саяту, все, вещи все надел. И это Саяту говорит, что, братан, я посплю, говорю. Потом начну разминаться, там тренеру надо будет позвонить. Только прилег, буквально минуты 2-3, наверное. Я только... Саят, братан, комиссия пришла, надо мочу, короче. Я говорю, да, я говорю, Саят, у меня нет уже, говорю, я вообще, говорю, я же, говорю, сейчас же, тем более, говорю, не буду этот вот. И я тут немножко сам тоже тупанул. Я, короче, психанул тоже. Они, ходят и ходят, а я уже хожу, чтобы моча у меня вышла. А она откуда у тебя выйдет, если у тебя нет? И я взял 1,5 литра. 2 такие вот бутылки выпил. Куда я делал-то эту бутылку? Там у меня в этом. Сейчас я вот еще покажу. Вот она. Вот 2 такие бутылки, она получается 700 идет, видишь? 700 миллилитров. 1,5 литра, да, грубо говоря. Литр 400 выпил я. И потом до меня дошло только то, что оно-то туда сразу не пойдет. И я прям чувствую, у меня в руки, в ноги пошла эта вода. Думаю, ё-моё. Ладно, думаю, пофиг. Давай ходить. Вроде бы немножко у меня мочи собралось. Я Саяту говорю, что давай, братан, пойдем. Он говорит, братан, надо потерпеть, говорит. Надо, именно 90, короче. Они там, комиссия специальная идет, 90, короче. Я ходил, уже до турнира там чуть-чуть уже осталось. Короче, все, ладно, пойдем, короче, этого беру. А ты когда ходишь, вот эта комиссия от тебя не отходит. Она прям ходит до тебя и постоянно говорит, что, давай. Потому что не меня же одного там проверяют. На каждого ставят одного человека. И все вот так дергают. Не то, что я даже забыл об этом, то, что для меня сейчас самая главная задача как-нибудь достать от мочу. Хотя я об этом уже не должен был думать. А сейчас расскажу. И все вот это время проходит, все, пошли, я, короче, кое-как, и даже не 90, а 100, короче, написал. Все, давай, у меня там коробочки, там все коробочки, короче, дают, ты там все сам распаковываешь. И все, давай, короче, им там наливать. Приходит другая комиссия, они там давай ссориться друг с другом, короче, из-за моей мочи. А это, которая UFC-шная комиссия, а еще отдельная со штата есть.
иллинойсовская, ну, чикаговская. И они типа там, давай, типа, это, с ними ругаться, то, что они не по графику, короче, пришли. Ну и там давай они, короче, там ссориться, и ты стоишь в этом все, потому что ты тоже не можешь это покидать, потому что ты все сам это своими руками все делаешь. И они там туды-сюды, там все, давай, короче, кое-как, ладно, все, короче, взяли, меня мочу там все до капли. Только сели руки бинтовать, а раз, только, ну, руку только давай, ну, покрепче делать. Этот приходит, говорит, вы что, говорит, рано начали, говорит, давайте, говорит, обратно разбинтовывайте. Все, говорю, как, говорю, елки-палки, говорю. И все, конечно, ну, вроде бы раз, он все в это время стоял, вот этот человек, который и смотрел, ну, который говорил, вы сильно рано начали, разбинтовывайтесь. Все, давай, раз, все забинтовал, я только раз, чуть-чуть про это, все, давай на лапах чуть-чуть поработать, чуть посели, все, давай выходим. Я уже такой, блин, весь нас, и тренеру позвонить забыл, и все, я уже иду, и там вот, видите, прям у меня улыбка такая прям. Я иду и прям, мы точно, говорю, да, что, реально, что ли, мы выходим? Как-то, говорю, так происходит, как-то это нереально, блин. И все, раз, все проходит. Все, бой идет, я раз, все, как бы начал, и потом думаю такой, а что пацаны-то не кричат? И гул такой, Обычно, когда боксер, я никогда никого не слышу, когда вот это кричать, а здесь гул такой стоит, и пацанов я не слышу. И он думает, что-то я сильно долго начинаю, как, ну, разведку идти. А на втором раунде начал, бум, и попадаю, и тут же думаю об его семье, об его детях же, об Эдди. Они же сейчас здесь, и вот этот, видишь, немножко вот этот, ступор вот этот немножко, видишь, помешал. А мог бы добить? Конечно, мог бы добить. Я бы мог добить, и он мог бы добить, и он, видишь, он свой не упустил, как бы, шанс. А теперь, допустим, если взять все сначала, и, допустим, если комиссия она будет, да, если бы, допустим, я бы, допустим, встал, как бы, с утра я с утра как встал, я бы сразу пошел бы на велике, побегал бы, допустим, ну, в 6 утра, не пошел бы там с пацанами, как бы, разминаться, все, и пришел бы, я сразу лег бы спать. Я бы поспал бы до часа бы, ну, не стал бы, как бы, себя как мучить бы. Пошел бы, допустим, когда, то я бы даже, когда писал, я бы наполовину бы оставил бы себе мочи здесь. Пошел бы, покушал бы спокойненько бы, также пришел бы, сразу бы спать бы завалился бы. Туда бы, допустим, пришел бы я спокойно, он сказал бы, все, давай, я ему спокойненько пошел, постал бы ему. На, товарищ, уже ругаетесь или что там делаете, ну, пожалуйста, без меня уже. Ну, все бы им там разлил бы, как бы, да, все как полагается. Все, они бы от меня бы все отстали. Тут бы я бы уже полежал бы, подумал бы, все, тренеру бы позвонил бы. И все, да, все бы уже выскочил бы, это уже совсем бы как бы другой человек. Но самое интересное, то, что я вот почувствовал изнутри, как она работает, вот это именно пиар-машина. И то, что вот когда мне Саят говорил, то, что, ну, он же мне до этого тоже говорил, то, что проверяет, но, говорит, выборочно, говорит. Но я здесь тоже должен был немножко подумать, ну, ты с перелетами, да, у тебя там 13-14 часов, ты об этом, как бы, ну, и не думаешь. Тем более UFC же меня не встретили, блин. Мы этого встретили, как его, Стивена, а меня не встретили UFC, да, я на свои деньги же приехал, получается. Но там, получается, они, скорее всего, ждали, но я просто с самолета очень долго выходил, я около 3,5 часов, наверное, выходил. Потому что там народу, короче, очень большая очередь. Зигзаговая вот эта хрень. Да, очень большая была. И офицер еще там у меня спрашивал, он прям даже на сайте там меня, Саята нашел, прикинь. Вот, говорит, о, нифига себе, что, говорит, то выиграет. Я говорю, ну, октагон покажет. Вот он все, удачи там пожелал. Я все, раз выхожу. Не-не, ну, good luck. Удачи. Английский-то я немножко же знаю. А так получается, Гриш, да, вот большинство тоже люди есть, которые говорят, и часто я слышу, почему заранее не предупредили? Есть же менеджер Саят, именно там, да? Почему он не предупредил Гришу? Вот так люди думают. Ну, видишь, это... А он предупредил, оказывается? Не, он до этого, да, он говорил, но это же ведь не каждому же будет, это выборочно, не видишь? Вот. А выборочно-то и совпало как бы на меня, понимаешь? У Саята тем более очень много бойцов. Что, он именно должен там за меня, что ли? Я же тоже не маленький же ребенок. И там вот некоторые там, вот сейчас, которые там сидите и думаете, что я кому-то жалуюсь. А я не жалуюсь, а я всю вот эту ситуацию вам рассказываю. Вон, дочка, видишь, уже второй раз переплыла. То сейчас опять будет, да вот он опять ноет. Если бы я ныл бы, я туда бы не выходил. Я на ринг вышел сам, точнее в октагон. И на ринг я тоже всегда выходил сам, я никогда никого не обменял. А вот
вся именно вот такая вот ситуация, которая, об этом люди должны знать. И это, товарищи, не обвинение кого-то и не плачество называется, а как она работает, эта пиар-машина. Это для тех умных людей, которые сейчас также мне будут писать: вот, хватит, ты там то-то, то-то, то-то. Достаточно, Да, достаточно. Там, я же не говорю, вот, он меня бы, я бы, если бы там съел бы таблетку какую-нибудь, я там победил бы там его. Это все реально, естественно. И люди об этом должны знать. Потому что вот, многие были прям удивлены, когда я там проиграл, они были просто в шоке. А так вот я даже, ну, вот по себе, я думаю, что даже 10-15%, ну, как бы не выложился. Потому что столько пахал, и когда тебя с настроя вот так вот выбивает вот из колеи, ну, это тоже как бы нормально. Но самое главное, что ты, самое главное, как ты ее сам воспримешь и не сломаешься. Потому что многие после поражения, еще тем более после такого там поражения, после нокаутов, они просто ломаются и не могут там поверить в себя. Дальше, как сказать, перезагрузиться. Там. А для меня это как бы обычно, я так благодарен. Допустим, если бы, да, я даже бы, ну, хлопнул бы я Эдди бы. У него 2 детей, его бы бух из UFC, представляешь себе, и где он там, да, да, вот, ну, так говорят, как бы. И вот почему вот Эдди мне, да, там, он футболку мне там подарил, вот даже Надя Долбараева говорит: блин, ты, говорит, такой, говорит, классный, говорит, брат, говорит. Вот даже Эдди, говорит, тебе, говорит, подарил, говорит, элементарно, у него даже как бы спонсоры есть, говорит, да. У тебя, говорит, даже вот нету, говорит, спонсора, хотя бы элементарно, говорит, даже ему что-то, говорит, взамен там дать. Я говорю, ну ничего, говорю, он, говорю, самое главное почувствовал то, что есть, говорю, у меня мужское, говорю. Вот. Как бы благодарность ему. Да. За то, что он тебе дал шанс выйти с ним. Конечно, я когда вот говорил ему, поблагодарил его, он прям был, у меня, говорит, не было, говорит, типа, ну, выбора, говорит, кого-то там выбирать или что ли там. И когда мне тоже многие говорят, вот почему у тебя такого сильного соперника там. И я ему всегда говорю, у меня, говорю, проходных как бы, ну, не было никогда боев. И зачем, а какое бы удовольствие я бы получил, если бы, ну, ниже какого-нибудь там человека бы там выиграл бы, да. А этот, он был чемпионом, он за временный титул дрался. Это приятно же с таким человеком подраться. И самое интересное, что, Петя, когда ты водой-то заливаешься, ты смотришь, и он бьет медленно. Ты все это видишь, и при этом пропускаешь. Вот что вот это удивительно. Самое главное, ну, вы, конечно, вес никогда не гоняли. Вот что удивительного, да, вот это, когда ты водой, короче, затекаешь, вот так вот. Ты вроде бы, ну, ты все чувствуешь, да, короче, но ты чувствуешь при этом, что ты залитый. Вот он бьет тебя, и ты видишь вот эти все удары. Ну, не можешь. Да, и при этом ты вроде бы, ну, как отклонился, а на самом-то деле ничего, ты не отклонился, а просто вот так сделал, короче. И бух, он прилетает, и думаешь, ё-моё, да что-то такое, что это было? Ну-ка, братан, давай-ка еще раз, блин. И такой думаешь, и опять вроде бы, ну, сделано как, ну, оттяжку вот эту. И она даже, рука у тебя не двигается. Ты ударить нормально не можешь. И вот, когда вот это, на Амге это была же, Казимир, когда вторую схватку боролся, после он, ну, проиграл, я такой говорю, что, говорю, надо воды, говорю, попить. Вот эти вот только мы знаем, кто воду. Он говорит, я же специально, говорит, ну, не пью, чтобы не залиться, говорит. И то, говорит, руки заливаются. Вот те, кто сейчас вот смотрит, и тот, кто вес гонял, вот, те ребята понимают, о чем я говорю, потому что руки просто у тебя такие, ну, становятся прям залиты. А я даже когда в Таиланде, да, вот я даже с маской тренировался, я воду вообще не пил. А когда вес сильно падал, ну, старался водой постоянно заливаться. Даже в маске, когда работал, до такой степени. Вот ты представляешь себе, если у человека даже в Таиланде, когда у него нету, ну, как бы воды, как бы обезвоживания, а тем более в другом, и ты когда заливаешься, просто вообще руки моментально становятся такими тяжелыми. Ну, да, и руки, и ноги, как бы чувствую. А так, вот Саят говорит, он бой как бы смотрел, вообще говорит, как бы, ну, нормально. Но я отвечаю, я их вообще не слышал. Вообще их не слышал. Я же говорю, я когда с тренером поговорю, у меня, ну, настрой совсем другой. Я на бой, когда выхожу, вот даже те другие там посмотри. Тут. А здесь прям, понимаешь, улыбка и все там. Даже Баффер, представляешь, Республик, Саха-Якутия. Я такой, ну, я такой, нифига себе, прикинь. Он говорит, ты на про Стива нашу посмотрел, республику, так в шоке, да? ну, я прям был прям удивлен, конечно. А что Иван Владимирович говорит после боя? Что он сказал? Отругал? Что-то сказал? Не, почему? Как он сказал? Ты все равно, говорит, воин, говорит. И ладно бы я там, как некоторые наши, которые сейчас тренируют,
не пропустив ни одного удара. Да, да. Хлопочут, как они. Ты же видел это видео, как они хлопочут. Аж соперники сами удивляются. Ну мы дрались, а мы как? Ну мы выхватили, да, но мы ж не... Мы бились до конца и до последнего. Ну, Ясно. Ну, Гриш, ну и в завершение, конечно, интервью. Большое спасибо за то, что ты нас принял. Очень гостеприимно. вам спасибо, очень долго ждал вас, чтобы именно вот этот рассказать про вот этот Да. вот. А то просто люди постоянно спрашивают, там многие как бы говорят, ну именно вот суть то, что как оно, как именно происходило вот из первых И ты уст, никому вот, не да. рассказывал этого. Да, ты но ждал я именно нас. Да, вас именно ждал, чтобы как бы, ну там пару человекам рассказал, и она, знаешь, очень такая длинная история. Я говорю, у меня уже скоро язык, говорю, на мозоли, говорю, как бы будет. А когда люди понимают, бля, вот оно оказывается в чем, елки-палки, и начинает там как бы там психовать. Я говорю, в этом, видишь, почему я говорю, и не расстроился, и ничего, я просто был, ну, знал то, что у меня руки, говорю, залиты, и, ну, тем более с этим я как бы, ну, даже находясь в октагоне, я уже с этим как бы справился. Ну, ничего, бывает такое. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Ну, на этом, как говорится, можно завершить, потому что самое главное, дорогие наши подписчики, друзья, которые смотрят нас, это идти к своей цели. И Гриша это доказал. Спасибо большое за интервью, Гриша, дорогой наш. Мы еще приедем обязательно. Ну, наверное, не сюда. Наверное, туда, да? В Намсы. В Намсы теперь уже. Так что... Намский дом, да? Да, Намский дом покажем в следующий раз. Ну и в завершение, Гриша, скажи, пожалуйста, народу Саха о том, чего ты хотел бы пожелать всем. На каком языке говорить? На русском, да. А потом на якутском, как следует. Здравствуйте, уважаемые мои земляки. Всем большое-большое спасибо, кто смотрел, кто переживал, кто финансово меня поддерживал. Именно в тот период, когда я уехал, в кармане у меня было $300. И мы плюнули и поехали туда за своей мечтой, потому что я знал, что в этом году мы обязательно должны подписаться. И тем людям, которые помогли, всем большое-большое спасибо. Кто отозвался, кто в стороне не остался. Всем большое спасибо, всех от души благодарю. И никогда не предавайте свою мечту, ребята. Вот что вам хочу сказать. И я знаю то, что благодаря вот этому UFC, который был, очень многие студенты дипломы сдали. Всех вас поздравляю. И многих-многих людей вот это именно смотивировало. Мне даже и женщины писали, и старики тоже писали, уже возрастные, даже постарше моих родителей. То, что именно только надо идти вперед. Они вот это поняли после вышедшего вот этого видео, которые ролики как бы вот записались. Мотивационно. Да. У меня, видите, одна плохая черта, то, что я врать не умею. Из-за того, что я не умею врать, Петю с работы чуть не уволили, Да. когда он в НВК работал. Было такое, Да. было. Ну, и вот, что ребят, поделать. самое главное, будьте настоящими, не предавайте своих друзей, близких. Всем желаю удачи, семейного благополучия семейным. И тем ребятам, ребята, no pain, no gain, как говорится, да. Под лежачий камень, ребята, вода не текет. Так что старайтесь и стремитесь к своей мечте. Тогда у вас все обязательно получится. А то у некоторых они как бы мечтают и как бы хотят этого. Но на самом деле, ребята, для этого очень нужно много приложить и нужно чем-то рисковать. Ребята, с дивана встаем и идем. Только идти вперед. Всем спасибо.